Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. На этой неделе началось формирование состава Общественной палаты Сосногорского района. Совершеннолетние граждане Российской Федерации, желающие быть включенными в него, направляют заявление, а также анкету кандидата по форме. Прием документов о включении в состав Общественной палаты проходит в общем отделе администрации Сосногорского района до 31 января включительно. Подробная информация в группе администрации ВКонтакте. Там же размещена форма анкеты кандидата. Управление ЖКХ сообщает о выходе постановления правительства региона об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми на 2024 год. В связи с ним установлен размер взноса на капремонт на территории Сосногорского района за 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц 13 рублей 50 копеек до 31 мая и 14 рублей 30 копеек с 1 июня по 31 декабря. Сотрудники управления просят сосногорцев принять информацию к сведению. В Коми стартовал прием заявок для участия в федеральной программе «Земский учитель». Изначально она была запущена на срок с 2020 по 2024 год, однако недавно президент продлил ее на 6 лет. Основная цель – привлечь специалистов в школы малых поселений и городов с населением менее 50 тысяч человек. Педагогам за переезд полагается выплата в 1 миллион рублей. Участники программы принимают на себя обязательство проработать в выбранном населенном пункте не менее 5 лет. О Сосногорском земском учителе расскажет Мария Лидовских. К выполнению первого задания, а именно таблица обществ, схема императоров, работа с изображением. 3 задания в одном. Приступить к выполнению, 10 минут, время пошло. Урок истории. Тема «Восстание декабристов на Сенатской площади». Проводит его молодой и перспективный преподаватель Андрей Вочель, приехавший к нам из города Дзержинска Нижегородской области по программе «Земский учитель». Когда-то он и представить себе не мог, что станет работать в школе и будет успешным педагогом и достойным примером своим ученикам. Учителем стал случайно. Почему? Потому что изначально была выбрана профессия богослова. Я сам жил долгое время в Дивеево, у меня было направление в Московский православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Но получилось так, что по приезде в Москву я понял, что немножко не мое. И возвращаясь, я узнал о Нижегородском государственном педагогическом университете, куда поступил в 2008 году. В 2013 я его закончил, поступил в аспирантуру, в 2016 закончил аспирантуру. Но параллельно обучаясь, в 2011 году я пошел работать в школу номер 71 города Дзержинска. Думал, поработаю 2 года, а там уже буду решать. Но эти 2 года тянутся уже 13 лет, из школы не ухожу. В Дзержинске Андрей Вячеславович проработал 11 лет на должности учителя истории и заместителя директора. А в 2022 году преподаватель решил принять участие в федеральном конкурсном отборе «Земский учитель». К выбору региона для переезда он подошел очень тщательно. Изначально Республика Коми не прельщала особенно, но сравнив условия проживания, сравнив заработную плату, сравнив место расположения региона и города Сосногорска, определился, что именно в Сосногорск. Андрей Вочель успешно прошел конкурсный отбор и вот уже 1,5 года работает в Сосногорской школе номер 5 на должности учителя истории и заместителя директора. С собой привез и свою семью, жену и 2 детей. Изначально, когда все мои знакомые узнали, что я поеду в Республику Коми, первая у них была реакция: это же север, это морозы, что ты будешь там делать? Ты замерзнешь и уедешь оттуда через неделю, через 2. Понятно, что страх и глаза велики. Мы понимали, что мы едем в новый регион. Мы понимаем, что численность населения, конечно, другая. Дзержинск, он больше, он динамичнее. Это 2-й город по размеру и по значению в Нижегородской области. Но прожив долгое время вот в таких крупных городах, в Нижнем Новгороде, где 3 миллиона населения, я долго жил достаточно, я понял, что это немножко не важно. Важно то, есть ли работа, стабильна ли она, стабилен ли заработок и уровень жизни. Новое место жительства – это новые лица, новые знакомства и новые территории. Конечно, без сложностей не обойтись. И тут важно иметь поддержку. Приехав в город Сосногорск, понятно, мы первое, с чем столкнулись, мы ничего не знаем. Но нашлись люди, в том числе и школы, это директоры, это учителя, которые провели экскурсию,
все показали, все рассказали. Супруга устроилась работать в детский сад, то есть она у меня тоже воспитателем поработала недолго, сейчас она работает в МФЦ. Вот. Я же, определившись в школу, сразу же нашел общий язык и с коллегами, и с детьми, потому что дети везде одинаковые, программа везде одинаковая. Удивил семью снег в мае и количество насекомых в летний период. На малой родине такого не было. А вот мороз, как выразился учитель, здесь добрее и гораздо легче переносится. Отметил преподаватель и красоту нашего края. Говорит, здесь красиво, чисто и свежо. В городе Сосногорске достаточно развита инфраструктура в плане культурных учреждений, спортивных учреждений. У меня 2 детей, и я не буду ломать голову, куда я их отправлю, учиться, заниматься. Они у меня будут посещать эти спортивные и культурные учреждения. Трудностей с зачислением детей в садик не возникло. Жена без проблем нашла новую работу. А на выплату по программе «Земский учитель» семья исполнила свою большую мечту. Дело в том, что в городе Дзержинске мы долгое время проживали в однокомнатной квартире вчетвером. Но было очень сложно. Дети маленькие, места не хватает. Приехав в город Сосногорск, получив эту выплату в 1 миллион рублей и добавив деньги из материнского капитала, мы приобрели 3-комнатную квартиру в хорошем районе, сделали ремонт, и теперь у нас у детей есть свои комнаты, у нас есть своя комната. То есть это действительно осуществилась мечта. И плюс, рано или поздно нашим детям нужна будет собственная крыша над головой. И в Республике Коми больше возможностей приобрести недвижимость, нежели в центральных регионах России, где стоимость их в 2-3 раза больше. Уезжать из Сосногорска Андрей Вотчель не собирается и к учителям из других регионов обращается. Главное – не бояться. Везде есть свои плюсы и минусы. А у нашей республики огромный потенциал. Я настолько домосед вместе с супругой, что если бы нам несколько лет назад сказали, что мы куда-то поедем, я бы не поверил, удивился и сказал, что это невозможно в принципе. Но это свершилось. Трудности будут всегда. Труд молодого педагога по достоинству оценивает и руководство, и самое главное – дети. Про своего учителя ребята говорят только хорошее. И 3-е задание из этой группы – схема правителя. То есть советуемся, выполняем. Вам делать нельзя, вам можно направлять, подсказывать, что-то может быть подправить. У него современные подходы такие всегда. В виде игр, презентаций интересных. Всегда на позитиве, очень любит детей, очень любит свою работу, хорошо преподает. К слову, сейчас в Сосногорском районе по программе «Земский учитель» открыты 3 вакансии. Учитель математики и информатики в Нижнем Одессе, учитель математики, физики и информатики в Ирайоле и учитель русского языка и литературы в 5-й школе города Сосногорска. Земский учитель – отличная возможность для специалистов получить государственную поддержку и наработать педагогический опыт. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В сосногорских школах действуют секции по шашкам и шахматам. Педагоги стараются приобщать детей к интеллектуальному спорту с юного возраста. Выучить правила нетрудно, стать хорошим игроком сложнее, но ребята стремятся к этому. Подробности в нашем следующем сюжете. Шахматы в нашем городе имеют давние традиции. Ежегодно проводится турнир имени сосногорцев Петра Стульникова и Геннадия Бекаревича. Обучают этой игре со школьной скамьи. Секция Дома детского творчества базируется в кадетской школе около 5 лет. Педагог Ирина Егорова сама регулярно подтверждает свое мастерство на шахматных турнирах. Она принимает и обучает всех желающих, а их немало, в основном начальная школа. Олег увлекся игрой самостоятельно, без помощи родных, и подходит к занятиям серьезно. Я пришел сюда с друзьями посмотреть что-то интересного, и с тех пор хожу сюда. Тут очень интересно, разные соперники, и у каждого свои стратегии. А у тебя есть свои стратегии? А где ты их учишь, эти стратегии? Расписание книжки дома. По сложившейся традиции дети прибегают разыграть партию на переменах. По словам педагога, они уходят в шахматы с головой и соревнуются с большим азартом. Ребенок учится усидчивости. Ребенок учится уважительному отношению к партнеру. Перед тем, как сесть за партию, каждый жмет руку друг другу. Сейчас поколение такое, что они быстро схватывают все на лету. Поколение Energy. Поэтому, если родители дома закрепляют материал, если они с ними играют, если поддерживают этот интерес, то ребенок очень быстро осваивает. Шахматные секции есть также в 1-й и 2-й сосногорских школах.
В школе номер 2 такие занятия проводятся больше 10 лет. Сейчас они часть обязательной учебной программы в начальных классах. У нас с 1 по 4 класс есть методическая литература, мы занимаемся по ней, а уже на самом кружке мы отрабатываем навыки того, что изучили. Дети дополнительно играют в онлайн. Есть дети очень заинтересованы, есть дети, которые играют в сутки по 8 часов. То есть не сидят в игровых приставках, а сидят в телефоне, но играют именно в шахматы. Александр уже в 11 классе, однако увлечение интеллектуальной игрой пронес через всю школу. Его примеры для подражания – шахматисты Ян Непомнящий и Даниил Дубов. Во-первых, они российские шахматисты, я всегда хочу поболеть за наших ребят. А во-вторых, мне нравится их стиль игры. Например, Даниил Дубов, он часто очень красиво жертвует фигуры и за этим после этого ставит мат. Шахматы – это как поле для битвы. Это одновременно и спорт, и искусство. Мне очень нравится находить красивые ходы. В шахматах они называются бриллиантовыми. Люблю ставить мат соперникам. Шахматы не зря называют интеллектуальным спортом. Здесь все то же, что и в физическом. Тренировки, оттачивание мастерства и формирование собственного стиля, уважение к сопернику, азарт и радость победы. Сосногорские школьники с удовольствием включаются в игру, которая, по признанию опытных шахматистов, затягивает на всю жизнь. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском центре социальной защиты населения предоставляют услугу по заключению социального контракта. Напомним, это соглашение между гражданином и Центром соцзащиты, по которому учреждение обязуется предоставить гражданину государственное пособие на основании социального контракта, а гражданину реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Получить такую услугу могут сосногорцы с недостаточным доходом. Заявление на социальный контракт подается отдельно. По заявлению рассчитывается среднедушевой доход семьи, и само заявление рассматривается самостоятельно. Необходимо подать, во-первых, заявление. Заявление можно подать как лично в центр, также можно подать в многофункциональный центр. Можно подать через портал государственных услуг. Обязательное условие при подаче заявления на индивидуальную трудовую деятельность – приложение бизнес-плана. Для того, чтобы подать заявление на личное подсобное хозяйство, необходимо еще приложить смету расходов. Доходы учитываются за 3 последних месяца, предшествующих месяцу, перед месяцем подачи заявления. Например, если гражданин подает заявление в январе 2024 года, то доходы семьи учитываются за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года. Размер пособия составляет для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности по фактическим расходам гражданина, но не более чем 350 тысяч. По ведению личного подсобного хозяйства по смете расходов, но не более чем 200 тысяч рублей. Пособие по поиску работы по мероприятию и сложной жизненной ситуации составляет 18 842 рубля. Периоды заключения социального контракта по поиску работы не более чем на 9 месяцев заключается социальный контракт. По осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства не более чем на 12 месяцев. По преодолению сложной жизненной ситуации не более чем на 6 месяцев. В 2023 году на социальный контракт к нам обратилось 59 человек. По поиску работы было заключено 33 социальных контрактов, по мероприятию индивидуальная предпринимательская деятельность 19 социальных контрактов и по преодолению сложной жизненной ситуации 10 контрактов. И в завершении выпуска коротко о погоде. На выходных сосногорцев ждет до 16 градусов ниже нуля. В понедельник придет похолодание до минус 21. Погода будет пасмурной, возможен сильный ветер. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.